Но в последнее время мы очень часто с Ахтемом говорили на тему, что некоторые из сочувствующих, скажем так, они предупреждали его и говорили, что тебе лучше выехать, потому что, возможно, против тебя будет открыто какое-то дело. Но Ахтем – это человек с глубоко устоявшимися жизненными принципами и ценностями, который с таким очень глубоким чувством справедливости, обостренным чувством справедливости. Человек очень патриотичный и глубоко любящий эту территорию, свою землю. Поэтому для нас, мы обсуждали эту тему, мы с разных точек зрения рассматривали этот вопрос, но для себя очень четко решили, что мы не будем уезжать с Крыма. Ахтем – это заложник деятельности наших лидеров, да, Мустафага Джемилева, Рифата Чубарова. Так уж сложилось, до этого момента мы не особо интересовались российской политикой, что там происходит, больше занимались вопросами своими, да, крымскими. То сейчас мы четко очень видим, что власть российская и крымская теперь, в частности, она работает по принципу взятия заложников. И таких заложников по разным ситуациям в России сейчас очень много на самом деле. Поэтому Ахтем – это вот такой своеобразный заложник вот в решении крымско-татарской проблемы. Как ситуация дальше пойдет? И что было бы, если бы Мустафа Ага здесь остался или Рифат Ага остался? Ну, только один Всевышний знает на самом деле. Но Ахтем сейчас, он сидит практически за всех крымских татар и за тех людей, проживающих в Крыму, которые занимают такую вот проукраинскую позицию. Вот мое мнение такое. Крымский вопрос, телемарафон, посвященный 26 февраля, 26 февраля, день противостояния российской оккупации. День сопротивления российской оккупации. День сопротивления российской оккупации. Ближайшие полчаса с вами будут ведущие Сергей Макрушин и Осман Пашаев. Поговорим мы о том, как сегодня, какое выражение находит сопротивление граждан Украины в Крыму, возможно ли оно и как, может быть, себя обезопасить. Но давайте посмотрим хронику событий весны 2014 года, чтобы понять, что митинг 26 февраля, который мы сегодня особенно вспоминаем, был далеко не единственным митингом проукраинских граждан, проукраинского населения Крыма. 26 лютого 2014 рік. Під стінами Верховної Ради Криму одночасно два мітинги. Один за єдність та суверенітет України, організований Меджлісом кримсько-татарського народу та проукраїнськими організаціями півострова. Інший проросійський на чолі з Сергієм Аксьоновим. 27 лютого, ранок, 4:20. Російські військові захопили Верховну Раду та Раду міністрів. Цього ж дня під дулами автоматів відбулося засідання позачергової сесії парламенту, де було обрано самопроголошене керівництво республіки та вирішено провести референдум про статус автономії. Однак окупанти поспішали. Дату кілька разів змінювали. Замість 25 травня вирішено провести так званий референдум 16 березня. 28 лютого. Аеропорт Сімферополь. Військовий аеродром Бальбек. За участю місцевих прихильників «Руського міра» розпочалося тотальне блокування українських військових частин, штабів та командувань Криму. 3 березня. Одиночний пікет проти окупації. Це був останній раз, коли свідки бачили Решата Аметова живим. Пізніше його знайшли закатованим неподалік від Сімферополя. Кримчани приносять їжу, воду та пальне для генераторів українським військовим, яких було заблоковано у військових частинах. Протягом перших кількох тижнів кримські жінки виходять на акції та мітинги на підтримку України та її незалежності. Часто це закінчувалося зіткненнями. Проросійськи налаштовані люди кидалися з кулаками на жінок та дітей. Вже після проведення так званого референдуму російські військові починають штурм українських частин, які не погодилися здатися. Найдовше триватиме опір українських кораблів на озері Донузлав. Останнім був захоплений десантний корабель Костянтин Ольшанський.
Марафон «Кримські питання». І ми говоримо про громадянський спротив, то, як було протягом 2 років з початку окупації, і те, що зараз відбувається. Наші сьогоднішні гості – Олексій Калина, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим, ваша святості, патріарх України Русі Філарет, муфтій Духовного управління мусульман України УМ Саїд Ісмаїлов і голова комітету з прав захисту кримськотатарського народу Іскендер Баріїв. А в нашій другій студії на другому майданчику радник міністра інформаційної політики України Емінат Джипар, журналіст Тетяна Безрук, журналіст Максим Осадчук і представник цивільного корпусу батальйону Азов Станіслав Краснов. Доброго вечора. І почати хотілося б з першого питання до вас, Іскендер. Ви стежите за ситуацією на півострові. Як змінилася ситуація в Криму за ці 2 роки? За эти 2 года ситуация, ну, вы имеете в виду в социально-экономическом плане? Или в галузі прав и свобод Да, граждан? относительно прав и свобод ситуация, конечно, усугубилась, она усложнилась. И я всегда говорил о том, что существовало несколько этапов. Вот первый этап – это до референдума, то есть они, не было с их стороны явных действий. После референдума мы видим 16 марта более активные действия, в первую очередь по отношению к военнослужащим Украины. И третий этап – это после выборов 14 сентября 2014 года, и мы об этом предупреждали, когда мы говорили о том, что когда они формально легитимизируются с помощью выборов, то они начнут более жесткие меры по отношению к активистам проукраинским. Так и получилось. 14 сентября прошли выборы, 16 сентября был уже рано утром обыск у меня в доме, в Меджлисе и у ряда членов меджлисов региональных и системы национального движения. И после этого пошел ряд обысков, и, соответственно, завели уголовное дело. Обыски были первоначально по делу 3 мая, а потом по 26 февраля. І в мене запитання до нашого другого майданчику. Там журналісти і радник міністра юстиції. Як може виглядати спротив зараз в Криму? От, і інформаційний спротив чи реальний спротив? Що може бути зараз на півострові? Спротивом в Криму сьогодні мається на увазі ненасильницький громадянський спротив, який сьогодні досі триває. Так, коли ми кажемо про спротив, точно є апогей. Да? Це мітинг 26 лютого, це потім березневі мітинги жінок проти війни, коли 40 тисяч жінок по всьому Криму вийшли і сказали по факту ні, не тільки ні війні, да? А так Україні. Вибач, я переб'ю трошки. Ми хроніку згадали, а от зараз, в тих умовах, що зараз відбувається, що можливо? Ми відслідковуємо та збираємо ці всі факти, да, через фотографії і так далі, які спротив. Ну, наприклад, всі ці мітинги, які пройшли після лютого 2014 року, всі вони є спротивом. Журналістика, блогінг теж прояви спротиву. Споплюжені білборди Путіна – це теж є спротив. Відмова від російського паспорту, звільнення з робочих місць, звільнення з некомфортного проросійського середовища, фрідом-тури в Україну – це теж є спротив. Да? Це будь-які контакти, це лайки в Фейсбуці, це пости в Фейсбуці. Це навіть коли людина дивиться українські ЗМІ сьогодні в Криму, це теж є прояв, активний прояв незгоди з тим, що сьогодні відбувається в Криму. Дякую. Можливо, колеги приєднаються ще з журналістів? Я бы сказал, что сегодня в Крыму возможности для легального сопротивления в гражданском правовом поле крайне ограничены, в силу того, что там установился репрессивный режим, пресекающий любые проявления независимой гражданской активности. Поэтому действительно сегодня, особенно в связи с запретом Меджлиса, иск о чем подала Наталья Поклонская, сейчас, я думаю, протест будет перемещаться на какой-то период в культурное, информационное поле, там, где он все еще возможен. Ну и, конечно, не будем забывать, что многие крымчане поехали воевать на Донбасс, отстаивая свою родину, Украину. Да? Многие переехали сюда, в Киев, в другие города Украины, с целью продолжать идеологическую информационную работу по защите полуострова от российской агрессии. Как получается сейчас. И я надеюсь, что в дальнейшем эта работа будет продолжаться. Станіслава, ви були в батальйоні Крим, зараз цивільний корпус Азов, ви фактично на блокаді зараз. Чи виїжджають зараз з Криму люди, які приєднуються до, скажімо, до АТО на Сході або до громадянської блокади? Чи всі, хто хотів виїхати, ті, хто готові були до опору, вони вже всі виїхали і там не лишилося в Криму людей, готових до опору? Що ви скажете з цього приводу? Ну, по этому поводу, да, во время начала АТО были такие тенденции, что большое количество крымчан, моих друзей, выезжало, чтобы принять участие в боевых действиях на Донбассе. Мы с ними вместе воевали, но сейчас, когда интенсивность этих боевых действий уменьшилась, для нас, для всех крымчан, конечно, приоритет – это возвращение Крыма.
Поэтому я, мои друзья с батальона «Крым», мы вместе перешли все в цивильный корпус Азов, крымский осередок, находимся на границе. Также другие ребята, мои друзья, которые были в зоне АТО, уже как бы больше года провоевали, демобилизовались, тоже к нам присоединяются. Многие люди, которые не решались там по каким-то бытовым, может быть, причинам, по незнанию выехать из Крыма, сейчас тоже есть такой процесс, не такой активный, как раньше, но все равно выезжают люди. Также по поводу вот информационного сопротивления, которое вот в Крыму происходит, я хочу добавить, что, к счастью, многие люди, которые находятся в Крыму, которые по тем или иным причинам не могут выехать и принять уже непосредственное участие, они помогают нам по-другому. То есть, может быть, кто-то волонтерски там помогает материально. Очень часто к нам обращаются люди, сообщают нам какую-то конфиденциальную информацию про сепаратистов, которые выезжают. Мы уже их не один десяток поймали именно благодаря таким обращениям. Про какие-то незаконные действия, которые происходят на территории Крыма, мы тоже на них как-то реагируем. Если это касается нас, мы тоже их пытаемся пресекать. То есть такого рода тоже, можно сказать, агентурные подпольные сети, партизанские, да, в хорошем смысле этого слова, они уже сформированы в Крыму и активно с нами взаимодействуют. Дякую. Хотелось бы далее поговорить о политических репрессиях и массовых политических делах в Крыму. Но давайте вспомним один из таких прецедентов. Это 3 мая 2014 года. Мустафе Джемилеву, лидеру крымско-татарского народа, запрещают въезд в Крым. Ранній ранок 3 травня. Тисячі кримських татар з національними прапорами виїжджають на кордон півострова з материком. Зустрічають свого лідера Мустафу Джемілєва. На дорозі автоколони силовики стали щитом і виставили БТРи. На зустріч до свого народу їде Мустафа Джемілєв. Без проблем проїжджає український пропускний пункт. До рідної землі всього кілька кілометрів. Дізнавшись, що Мустафа Джемілєв вже в буферній зоні, російські силовики кримських татар до нього не пускають. Щоб перешкодити зустрічі, стріляють в повітря. Однак це людей не злякало. Вони проривають кордон. Нейтральна зона стала місцем зустрічі лідера та його народу. Ось він, довгоочікуваний момент. Окупанти настільки бояться Джемілєва, що не пускають його на батьківщину. Заборонили йому в'їжджати на 5 років. Підстав не пояснюють. Все, без коментарів. ОМОН, БТРи, сотні військових озброєних до зубів. Саме так, за словами Джемілєва, виглядає зона російської демократії. Акция, направленная против хамства оккупационных властей, которые решили, что кого-то из коренных народов, коренного народа могут они выставлять за двери Крыма, а кому-то разрешать. Это вопиющее беззаконие, не входящее ни в какие нормы. Переговори щодо в'їзду Джемілєва в Крим тривають до вечора, однак безрезультатно. Щоб уникнути зіткнень, Джемілєв вирішує повернутися до Києва. Дякує співвітчизникам і обіцяє обов'язково повернутися на батьківщину. Сам з місця не рухається, поки останній кримський татарин не заїде на півострів. В итоге дело 3 мая стало политическим и обернулось преследованиями активистов, которые принимали участие во встрече Мустафы Джемилева. Политическое преследование также по делу 26 февраля. Это еще одно политическое дело, и сейчас мы можем стать свидетельствами уже следующих политических дел, потому что тревожные сигналы приходят с Крымского полуострова, где оккупационные власти намерены запретить меджлис крымско-татарского народа, а также мы все слышали о деле Хизбут Тахрир. У нас в студии находится Алексей Калина, первый заместитель прокурора Автономной Республики Крым. Хотелось бы узнать, каким образом фиксируется то, что происходит в Крыму, фиксируются эти политические преследования, возбуждаются ли уголовные дела, реагирует ли государство Украина на то, что происходит на оккупированной территории?
Конечно, государство реагирует, учитывая специфическую ситуацию с физическим доступом к проведению следственных действий, как к отдельным субъектам, с которыми мы должны проводить следственные действия. Мы работаем в специфическом для органов прокуратуры поле. Если вычленить отдельные категории преступлений, которые совершаются в отношении граждан Крыма оккупированного, то можно сказать, что нами расследуется порядка 5 умышленных убийств, в том числе те, которые привели вы в сюжете. Нами расследуется порядка 50 незаконных лишений свободы граждан на территории Крыма, порядка 40 незаконных проведений обысков, проникновений в жилища, даже дела в отношении препятствия законной деятельности журналистов. Конечно, хотелось бы отметить, что мы понимаем те ожидания и желания общества, которые они предъявляют к нам, к органам правоохранительной системе в целом Украины. Однако мы работаем лишь в том правовом поле и теми инструментами, которые у нас есть. Зачастую приходится прибегать к отдельным интеллектуальным приемам, однако мы допрашиваем свидетелей, мы общаемся с защитниками, мы общаемся с активистами, которые не боятся покинуть Крым, приехать дать нам показания, предоставить отдельные доказательства, документы. И результатом этой работы есть некоторые уголовные дела, которые уже направлены в суд. Если будет интересно, то я дальше расскажу об этом в студии. Когда только началась оккупация Крыма, сразу появилась вот эта категория нарушений прав человека, которая касается свободы совести. И первый под удар, одной из первых под удар попала православная церковь Киевского патриархата. Вопрос к вам, ваша святость. Что происходит сейчас в Крыму? Как себя чувствует православная церковь Киевского патриархата? В Криму справи погані. Єпархія Київського патріархату Кримська існує. Є там архієпископ Клімент, є духовенство. Але частину храмів у нас відібрали. Йде порушення прав людини. Примушують наших священиків і віруючих приймати російське громадянство і реєструвати парафії за законами Росії. Наші віруючі і духовенство не визнають законність цих вимог. І я хотів би говорити сьогодні не тільки про те, як порушуються права не тільки віруючих, а права українських громадян в Криму. А хотів би говорити про те, що Росія, будучи гарантом недоторканності української території, порушила і сама не тільки не захищала і не захищає територіальну цілісність України, а сама Крим відібрала і приєднала до себе. Причому, як ми всі знаємо, Путін спочатку не визнавав, що Росія там присутня, а потім зробили документальний фільм, і Путін відкрито говорить, що він керував захопленням Криму. То я хочу поставити питання. Може існувати світ, коли міжнародні договори порушуються, не буде довіри. І церква, її перший обов'язок – це свідчити про правду. Дякую, ваша святості. Окрім тиску на Київську патріархію, були обшуки в будинках кримських мусульман от останнім часом. Шейх Саїд, це російська влада сказала, що це терористичне угруповання Хізбут-Тахрір. Ми так розуміємо, готується велика справа. Ваші прогнози, що буде з тими мусульманами, які вже заарештовані, і що буде з мусульманськими громадами Криму? Знаєте, я думаю, що справа так званого Хізбут-Тахрір – це лише привід. Тобто жодних доказів того, що ті мечеті,
ті медресе, ісламські культурні центри, ті люди, що зникли з мусульман, що були закатовані, що були заарештовані, вони нібито причетні до Хізбу Тахрір. Таких тверджень немає. Я думаю, що через те, що Хізбу Тахрір є у Росії забороненою організацією, саме цей ярлик вішають на всіх мусульман, до яких бажають вчинити несправедливість і яких бажають репресувати. Зараз відбувається жорстока навіть дискримінація і порушення прав і свобод як наших братів українських православних, так і мусульман Криму. І це вже продовжується 2 роки. Але місцевий муфтій не вбачає ніяких порушень, здається. І це питання до місцевого муфтія, а ми з Києва звідси дуже добре це бачимо, постійно фіксуємо, отримуємо постійну інформацію, навіть вже про навмисне підкидування релігійної літератури до мечетій та ісламських центрів, що є забороненою у Росії. Як це сталося, наприклад, з Ісламським культурним центром у Сімферополі, коли прийшли з обшуком, заблокували мечеть, а потім підкинули літературу, якої там не було і не могло бути. Зараз відкрили кримінальну справу. І так само по всім заарештованим хлопцям, позниклим, позакатованим, що вже 2 роки відбувається у Криму, постійно, я не знаю, це можна назвати хіба що репресії. Репресії на релігійному, на національному ґрунті. Постійно це відбувається, і ми це дуже добре бачимо і знаємо, якщо навіть хтось у Симферополі цього і не бачить. Дякую. Я нагадаю нашим радіослухачам, що на питання про релігійні утиски в Криму відповідали шейх і імам Духовного управління мусульман України Світ Ісмаїлов і патріарх Київський и всей Украины Руси Филарет. А сейчас мы предлагаем вспомнить, как проходила одна из, не будем говорить последних, одна из крайних, может быть, так скажем, акций проукраински настроенных граждан Украины, которые живут в Крыму. Это акция на 201-й день рождения Тараса Шевченко 9 марта 2015 года. Зачистка будь-якої громадянської активності була одним з головних завдань самопроголошеної кримської влади та російських спецслужб. За перший рік російської окупації Крим пройшов шлях утисків прав і свобод, який Росія проходила понад 20 років. Але попри шалений тиск з боку ФСБ, поліції і кримської самооборони, кримські активісти не полишали спроб публічно висловити власну думку, доки їм не було продемонстровано. Навіть норми російської конституції в Криму не діють. Права на мирне зібрання, неконтрольоване владою, у кримчан більше немає. Останню на сьогодні спробу провести проукраїнський мітинг було зроблено 9 березня 2015 року на 201-шу річницю з дня народження Тараса Шевченка. Вранці погруддя Кобзаря в Сімферопольському парку Шевченка оточили поліцейські та співробітники ФСБ. Аби не бути затриманими, українці підносять квіти до погруддя поодинці. Акцію на день народження Шевченка у парку Шевченка заборонили ті ж самі чиновники, які раніше щороку приходили сюди з українськими прапорами. Замість парку Шевченка сімферопольці зібралися в запропонованому адміністрацією місці – парку імені Гагаріна, де і відбувся мітинг. Сьогодні його день народження. Я прийшла спеціально почути хоч українське одне слово. І хоч би від кого-небудь мені почути, хоч чи нас скоро звільнять із окупації. Я так за Україною жалію. Я її так люблю. І хотілося б вмерти в Україні. Я не хочу ненавидіти окупацію. Не дочекавшись завершення мітингу, поліція почала затримання учасників. Так званий суд визнав використання української символіки на мітингах в Криму порушенням. 3 активістів було засуджено до виправних робіт. Але навіть показове покарання та неможливість проводити публічні акції не змусила кримчан відмовитися від власної позиції та ідентичності. Саме після інциденту 9 березня 2015 року активістами в Криму було створено Український культурний центр, який працює і сьогодні.
ці півгодини ми говорили про громадянський спротив в Криму, про те, як він починався 2 роки тому з великих чисельних акцій проти окупантів, і до того, що навіть релігійні громади, які не контролюються російською владою, російська влада вважає опозицію до себе і злочинами. І останнє запитання, у нас лише хвилина залишилося, до Ескендера Барієва. Чи можна зараз щось робити в Криму? Яким може бути спротив зараз? Ну, однозначно, в первую очередь, мы должны заниматься правовым просвещением для того, чтобы люди знали свои права, в том числе то, что даже было показано, и мы с этим сталкивались. В Крыму сами оккупанты нарушают свое же российское законодательство. И поэтому, действуя даже в рамках, поскольку Россия контролирует сегодня территорию Крыма, то даже в рамках российского законодательства нужно подавать определенные уведомления по проведению акций, мероприятий, и тогда таким образом мы сможем повлиять на процессы, потому что они сами же, нарушая, загоняют себя в угол. Мы с этим сталкивались в Крыму, и это делают наши активисты. Нам нужно обучать наших людей, чтобы они знали свои права. Нам нужно разрабатывать информационную постоянную информацию, и нужно способствовать тому, чтобы люди чаще и больше между собой встречались и общались между собой, потому что это опыт крымско-татарского национального движения, который был позитивным, и он привел к позитивным результатам. И я думаю, что подобные действия будут с нашей стороны активными. И кроме того, они сами дают следующие посылы. Мобилизация в армию. Это нарушение 4-й конвенции, Женевской конвенции. Это грубое нарушение. И поэтому мы должны реагировать. Дякую. Це був Ескендер Барієв, голова Комітету з захисту справ кримськотатарського народу. Ну, а мы вернемся в эфир после короткой паузы. Сколько нужно человеку с просонья при таком шуме открыть дверь? Минута, 40 секунд. Есть норматив? Вы не открывали дверь, ты хоть убейся, доказывай, как рыба об лед. В целях отыскания и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела, вот длинный номер, а также иных предметов и веществ, изъятых из оборота на территории Российской Федерации. Возможно, так. Первая ситуация, первая область, и как-то, вы знаете, вот должно быть какое-то логическое его завершение, скорее всего. Они спрашивали у него, а не было ли у тебя мысли уехать? Он говорит, нет, не было. Никогда не просто как бы вот не махнет рукой, если кто-то к нему обратится, и даже если не обращались, если он слышит, что у кого-то какие-то, даже вот какие-то моменты с бумагами, в которых он разбирается, потому что он достаточно грамотный в плане экономики и различных бухгалтерских моментов, юридических, он всем старался помочь. В последнее время сталкивались с различными правозащитными моментами, тоже никогда никого не оставлял, так сказать, без внимания и своей поддержки и помощи. Потому что таких вот активных, видных людей, наверное, наверное, да. Не нужно таких людей. Услышала крики невестки и сына. Они очень громко разговаривали, и невестка говорила, выйди, выйди, там полный двор автоматчиков, выйди. Я даже не поняла, в чем дело, проснулась и выглянула в окно, смотрю, стоят двое с автоматами прямо под окном. Когда уже я увидела через окно, что сына уводят, я выбежала. Я пришла туда, спустилась, где их машины. Сын уже сидел в машине и спросила у следователя, который был с папкой. Я спросила, кто здесь главный? Мне сказали, вот он с папкой. Я спросила, куда вы увозите и за что вы увозите моего сына? Он молчок, ничего не сказал. Я говорю, а когда вы его отпустите? И кто-то другой из них сказал, что
когда предъявят обвинения. Я говорю, какие обвинения? Может быть, такие же, как ко мне вы можете предъявить обвинения, такие же обвинения. Какие к нему могут быть обвинения, если вы в доме ни оружия, ничего, никаких улик, вещественных доказательств против того, что вы думаете о нем, ничего не обнаружили. Говорю, какие могут быть против него обвинения? Следователь ничего не ответил. Закрыли дверцу, и они уехали. Интересовался вообще религиозными такими вот какими-то течениями, но ни в каких организациях никогда не состоял. Мы с отцом покойным его об этом все время допрашивали, спрашивали, вот ты религией увлекаешься, у тебя друзья, ты где-нибудь состоишь в каких-нибудь организациях? Нет, я нигде, ни в каких организациях не состою и никакой деятельности не предпринимаю, не занимаюсь никакой деятельностью. Вот. А то, что дважды проводили здесь обыски, они необоснованные. Там нет никаких улик против, за то, что он состоит в каких-то организациях или способствует чему-то плохому. Такого нигде ничего нет. И все их обвинения основаны на домыслах, не на вещественных доказательствах, никаких улик нет. Ми продовжуємо марафон «Кримські питання». В студії для вас працюють Сергій Макрушин та Осман Пашаєв. А наступні півгодини будемо говорити про те, на що перетворюється Крим зараз. Він перебуває 2 роки, є окупованою територією, і окупаційна влада обіцяла перетворити його на вітрину для всієї Росії. Говорилося про великі інфраструктурні проекти. І перший сюжет, який ми пропонуємо подивитися в Криму, на що перетворився Крим, коли йому відключили електрику. 20 листопада Крим занурився у темряву. Невідомі підірвали електричні опори на Запоріжжі та Херсонщині, внаслідок чого були виведені з ладу 2 з 4 магістральних ліній електропередач. Ще 2 в одному коридорі з високовольтною лінією Каховка-Титан були сильно пошкоджені, але встояли. 21 листопада пролунали ще 2 вибухи. Цього разу півострів повністю опинився у сутінках. На території окупованого півострова було введено режим надзвичайної ситуації. Школярі, студенти і їхні батьки більше ніж на тиждень випали з нормального життя. Російське керівництво змусило кримчан піти у незаплановану відпустку за власний рахунок. Романтика, казали спочатку кримчани, але потім стало не до сміху. Величезні черги на заправках, відсутнє опалення у будинках, дефіцитний хліб і життя за графіком. Та це ще далеко не повний список того, що звалилося на кримчан. З усієї Росії в Крим почали зганяти мобільні електростанції та генератори. 2 грудня президент Росії Володимир Путін особисто прилетів до Криму, щоб пустити електрику так званим енергомостом з Кубані до Криму. Його вистачило ненадовго. Споруда не витримала навантаження і її робота тимчасово зупинилася. Після повторного запуску енергомосту світло почало згасати на російській Кубані. 8 грудня було частково відновлене постачання електрикою з української лінії Каховка-Титан, але лише до кінця 2015 року. 15 грудня Володимир Путін з Кремля запустив 2-гу нитку російського енергомосту. Деякий час електрика подавалася справно, але через холоди і зношеність місцевих мереж аварії і подальші вимкнення світла стали нормою для кримчан. Зараз Крим отримує та виробляє приблизно 850 МВт. Але для того, щоб мешканці півострова забули про електроенергію за графіком, потрібно на 2/3 енергії більше. Итак, в ближайшие полчаса мы говорим о том, как в экономическом плане изменился Крым за 2 года российской оккупации. Разобраться в этом вопросе нам помогут Андрей Яницкий, журналист «Левый берег», Ольга Скрипник, правозащитник, Владимир Егоров, политолог, и Владимир Чиповой, президент Украинской бизнес-ассоциации. На нашей второй площадке находится Тамила Ташева, координатор
проекта «Крымсос» Сергей Макренюк, правозащитник, координатор движения «Евромайдан Крым» Елена Батракова, крымская журналистка, и Татьяна Безрук. Татьяна, я бы хотел обратиться и дать слово вам. У вас было что сказать в нашем предыдущем блоке, когда мы говорили о правах человека, и ваше мнение по поводу энергетической блокады, потому что очень многие люди соединяют это и говорят, что энергетическая блокада тоже является нарушением прав человека. Насправді, коли ми говоримо про права людини в Криму і про спротив, який має викликати порушення цих прав, то Україна і ми всі з вами в Києві маємо бути відповідальні за те, що ми говоримо. Коли ми говоримо про те, що кримські татари, українці, інші представники національності в Криму мають виходити і говорити, що вони проти анексії, ми маємо бути свідомі того і розуміти, що у нас немає насправді механізму захисту тих людей, які потім будуть заарештовані, і їм будуть шитися якісь адміністративні чи карні справи. А місць у Лефортово насправді багато і може бути ще більше. І Україна зараз, на жаль, не думає над тими механізмами вироблення захисту прав громадян, які виступають за територіальну цілісність України. І якщо ми говоримо надалі про блокаду Криму, то мені здається, як і про блокаду, так і про енергетичну блокаду, перш за все ми маємо думати про людей. Коли ми говоримо про Крим, це не лише частина території, півострів, це люди. І з них не треба... Знаєте, коли читаю деякі профільні українські медіа про Крим, і коли вони писали про блокаду, про енергетичну блокаду, там дуже було багато того, з чого можна було сміятися. Можна було сміятися, читаючи Севастопольський форум, що от в них немає світла, зараз будуть гріти там борщі на свічках чи ще щось інше. І це розуміння того, що там знаходяться наші люди, які насправді лише вони зможуть активувати якісь процеси. Мені здається, ми його втрачаємо, роблячи такий образ ворога, образ для насмешек. Спасибо, Татьяна. Мы переходим теперь с этим же вопросом к экспертам в нашей студии. Насколько усложнила одна из целей блокады, как раз-таки называлась усложнение оккупационным властям содержания Крыма. Насколько это получилось? Достигнута ли эта цель? Я думаю, что она была полностью достигнута, потому что крымская власть, хоть и, в принципе, готовилась к тому, что такой сценарий может быть, но она показала ее первое, что показала ее недееспособность к конкретным действиям. Многие отмечают, и в Крыму отмечали в тот момент, что иллюзия такой в этот момент блокаута, что крымская власть и Путин их не может защитить, вот так вот, как волшебная фея. Опа, и свет снова появился. То есть крымчане в этот момент, именно в этот момент, когда произошел блэкаут, почувствовали свою уязвимость и увидели непрофессионализм властей Крыма. То есть первые были что? Почему нет графиков? Почему, условно, одни дома началось, работает свет постоянно, другие света нет по несколько дней. То есть вот эта неразбериха, несплоченность, будет свет, не будет и так далее, то есть она показала в том, что какого там потенциала у крымской команды Аксенова, которая там рулит Крымом, нет. Что надо что-то делать, либо там договариваться с Украиной или как-то подключать Россию. То есть она продемонстрировала в том, что потом, когда решалась эта проблема, выявила конфликт между Крымом и российскими чиновниками, которые потом друг друга обвиняли, кто же там виноват, что не те эти электростанции поставляли и так далее. То есть это был серьезный удар, но это очень вопрос перерос быстро. Вот с моей стороны я вижу минус в том, что он стал потом ближе предметом политического торга. Когда мы выявили у них уязвимость, Россия начала торговаться. То есть когда мы потом в декабре включили временно там часть электричества, потом настаивали на то, что должен быть там пересмотрен договор. То есть нам надо, не хватало взвешенности позиции. Мы не крымчанам отключали свет, мы отключили свет оккупационной власти Крыма. Потому что если мы говорим об экономике, то мы сейчас должны понимать, что в Крыму есть два крайне дефицитных ресурса. Это вода
и электричеством. Как в этих условиях живет крымский бизнес? Это мой вопрос к президенту Украинской бизнес-ассоциации Владимиру Чуповому. Следите ли вы за ситуацией в Крыму? Как выживает бизнес в тех условиях, которые сейчас с крайне дефицитными важными ресурсами и, наверное, в какой-то степени опасной правовой зоне, где твое предприятие в любой момент может быть национализировано? Да, даже не то слово, опасный. Смысл заключается в том, что это реально оккупированная территория. Мы должны это понимать. Это точно такой же вопрос, а как живет бизнес в Донецке, а как живет бизнес в Луганске, и как, точно так же, как он живет в Крыму. Но точно не по законам Украины, это 100%. И смысл даже совершенно в другом. Это вот коллега сказал, что блокада, но это же акции гражданского общества. Самое грустное – это то, что это не есть инициатива государства. Это повторяется линейка нашего Майдана, когда мы что-то делали, и потом по ходу это подхватывала власть, да? Ну или те, которые имитировали из себя власть как бы вот в то или иное время. И здесь точно такая же вещь. Поэтому не позавидуешь бизнесменам, абсолютно, которые разорваны, потеряны, реально потеряны миллиарды, там, десятки, а может и сотни миллиардов в долларах, если посчитать. И самое грустное, что можно было этот именно фактор использовать для переключения переговоров в мировом масштабе. Как бы это ни звучало, может быть фантастически, но именно на будапештский формат, потому что формат обеспечивал одно единственное – мирное сосуществование в существующих границах. И, честно говоря, мы сейчас моделируем ситуацию, когда, опять же, не государство, потому что оно не осмеливается это сделать, когда бизнес подаст в суд, лондонский суд, на несоблюдение Будапештского меморандума. Именно бизнес, потому что, вообще-то это даже не украинский вопрос, это вопрос восстановления мира, порядка, это взрослый вопрос. К сожалению, кроме бизнеса, этот вопрос все просто боятся поднять. У мене запитання до Ольги Скрипник. Ви були активним противником цієї блокади, як енергетичної блокади, так і товарної блокади. Зараз згодом ви досі на цих позиціях залишаєтеся? Да, и то, что произошло за последние 3 месяца, подтверждает то, что если нас интересуют люди, именно люди, которые там остались, 2 миллиона наших граждан, то худшее, что может сделать Украина в этом смысле, ввести полную блокаду. И тем самым сделать самое выигрышное для России. Почему? На сегодняшний день блокада показала следующие моменты. Во-первых, что касается Крыма и обычных людей. Первое, усилились репрессии как в отношении крымских татар, так и в отношении любых проукраинских позиций. В том числе результатом этого явилось обращение Поклонское о запрете Меджлиса крымского татарского народа. И это вообще угроза существования коренного народа. И это результат блокады. Вопрос в том, что инициация блокады, это, конечно, может быть, с государственных интересов имеет какой-то смысл, хотя пока непонятно какой, потому что мы по-прежнему продолжаем в Киеве торговать с Россией, и Россия зарабатывает по-прежнему в Украине. И поэтому абсолютно нелогично говорить лозунги «мы не торгуем с оккупантом», когда на самом деле с оккупантом мы торгуем в Киеве, Тоді, в любом треба магазине. продовжувати і не торгувати взагалі? Вопрос в другом, что эта блокада, во-первых, рискована в плане того, что разрывает связи с Украиной, и в том числе показывает Украину как государство, которое на сегодняшний день в весьма шатком положении. Постанова 1035, которая тоже следствие блокады, на самом деле показывает, что эта постанова ударила опять-таки не по оккупанту, а по людям. Люди не могут вывести вещи, не могут провести лекарства, не могут выехать на пустых автомобилях. Также І створили корупційні умови для про коррупцию, коли да, в ручному режимі дозволяється вивозити чи не мы уже заявляли об этом неоднократно. И проблема в том, что мы никак не можем защитить их людей. Я здесь поддерживаю коллегу, что на сегодняшний день Поклонская обратилась в Меджлис, и вы понимаете, что это 8 лет может быть лишения свободы за участие в экстремистской организации. Каким образом мы защитим их людей? А результат экстремистской, да, вот этой так называемой антиэкстремистской программы России в Крыму, он действительно усилился. Огромное количество обысков в домах прошло, попытка запрета Меджлиса и многие другие действия. Поэтому здесь у меня вопрос, как тогда защищать этих людей? На сегодняшний день блокада в отношении обычных людей действительно ухудшила их положение. И еще важный момент, язык вражды, который сейчас в разы вырос в Крыму в связи с блокадой, когда Украина еще более активно называется там хунтой, бандеровцами и так далее, он сейчас просто прогрессирует. Результатом языка вражды всегда является и усиление репрессий, причем, что самое ужасное, не только со стороны де-факто властей, в этом смысле может подключиться и обычное население на бытовом уровне. Дякую, Ольга. І у
нас запитання до Єлени Витракової, яка нещодавно покинула Крим. Чи дійсно так, чи дійсно блокада погіршила взаємини з громадянами України в Криму? Я тоже считаю, что блокада, во-первых, те цели, которые она преследует, по моему мнению, они пока не достигнуты. Во-первых, я своими глазами видела, что действительно прокладывается кабель под Керченским проливом. Я его видела сама. Поэтому, когда в некоторых украинских СМИ пишут, что нет никакого энергомоста, ну, как бы у меня, извините, не галлюцинация. Он действительно есть. Только, может быть, это не громкое слово «мост», это электрокабель, да, по которому все-таки худо-бедно, пока что плоховато, но поступает электроэнергия в Крым. И как бы то ни было, многие люди, даже те, которые раньше были проукраински настроенные, они сейчас чувствуют какую-то обреченность, и у них возникло такое ощущение, что неизбежность того, что будет все-таки Россия, понимаете? И они видят, что строится энергомост, они видят, что строится просто мост через Керченский пролив, они видят, как относится Украина к своим гражданам в Украине, что ощущение какой-то ненужности, безысходности появилось у крымчан. И даже я хочу сказать, вот мое мнение, что те люди, которые за Украину, они за Украину и остались. Те, которые были пророссийски настроенные, они сохранили свое мнение. Но люди, которые за Украину, они сейчас чувствуют себя брошенными, чувствуют себя в какой-то безысходности. Им кажется, что ничего уже в их жизни в этом отношении не изменится, что Крым будет контролировать Россия. Дякую, Олено. Ви якраз торкнулися теми Кримського мосту. Володимиро, є що сказати? Після сюжету про Керченський міст ми повернемося до цієї теми. – 19 березня 2014 року, одразу після анексії, президент Росії Володимир Путін повідомив про необхідність будівництва Керченського мосту. Він має об'єднати український півострів з материковою Росією. 220 мільярдів рублів – стільки коштує його будівництво. Однак поки що милуватися можна лише його проектом. Згідно з планами російської влади, загальна довжина споруди – 19 кілометрів. Траса починається на Таманському півострові, міст має бути з шумовідбійниками, багатосмуговим автомобільним рухом і залізничними коліями. Ним щороку планують перевозити 13 мільйонів тонн вантажів та 14 мільйонів пасажирів. А так виглядає Керченський міст зараз, за 2 роки після обіцянок російської влади. Восени 2015 року відкрили рух транспорту першим з 3 робочих мостів. Тимчасовий міст прокладений між Таманським півостровом і островом Тузла. Однак подібний міст вже будували в серпні. Тоді підрядники зазнали фіаско. Перші забиті палі для мосту безслідно зникли вже наступного дня. Їх засмоктало через особливості ґрунту. Підсумки завершення будівництва мосту переносилися російським керівництвом не один раз. Очень рассчитываю на то, что сроки строительства будут выдерживаться. В конце 2018 года этот стратегический объект должен быть сдан. У 2018 році міст має запрацювати в тестовому режимі. В експлуатацію, за даними російського керівництва, його буде введено лише в 2019 році. Політолог Володимир Єгоров, є що сказати по темі блокади. У меня есть несколько реплик. Во-первых, я бы не связывал репрессии и блокады, потому что репрессии начались до блокады. Они бы, и если бы ее не было, точно так же бы продолжались. И их еще стоит сдать впереди, потому что это элемент политической борьбы. Крымской власти нужны враги. То есть, если нет правого сектора, то есть надо приписать Меджлису экстремистский ярлык, повесить и с ним бороться. То есть это не связано с блокадой. Это связано с тем, что нужен враг, вот, осязаемый, который вот, можно потрогать, к нему можно прийти с обыском, его можно поунижать, потягать по СИЗО и в конце припаять срок. Предлагаю прочитать материалы Поклонской, с которыми она обратилась. Хорошо. И есть еще дальше реплики. Почему нужны были эти блокады? Почему нужно было отключить воду? Почему нужно было затормозить ЖД-сообщения? Почему нужно было и вводить и торговую блокаду, и энергоблокаду? Потому что это помогло понять, как бы сделать сегодня из Крыма периферийный регион. Регион, в который сложно добраться. Регион, в который трудно попасть к каким-то нормальным товарам. И со времен, которым сегодня нужно крымскому обществу и нашим крымчанам, я тоже себя отношу к крымчанам. И то есть это показало в том, что Украина может проявлять где-то свою силу. Да, у Украины нет военной силы, той, которая бы противопоставить, прийти с танками и забрать Крым назад, как сделала Россия с помощью своего военного контингента. Но наша задача, если сегодня говорить как государство, я ее, по крайней мере, вижу в том, чтобы создать те условия, чтобы показать, что Крым
без Украины в экономическом плане, в политическом и вообще развиваться не может. Я считаю, что это адекватные инструменты. Мы показываем, бизнес оттуда уезжает. Все радуются, когда россияне пришли, начали покупать недвижимость, отели. Все, кто продали, все счастливы. Сейчас в Крыму что-то продать, квартиру, гостиницу, бизнес, его можно только отдать, потому что сторонники Гоблина ходят и забирают. Продать невозможно. Никто не будет вкладывать деньги в этот регион. Дать слово Андрею Яницкому, журналисту издания «Левый берег». Получилось ли действительно достичь того экономического эффекта? И может ли, по вашему мнению, такое экономическое давление повлечь за собой нарушение прав человека в Крыму? Мне кажется, что действительно тезис насчет того, что права человека нарушались и будут нарушаться, это справедливый тезис. Но в то же время мне кажется, что Украина не должна действовать только кнутом или только пряником. Это, в общем-то, основа менеджмента. Если вы работодатель, и нанимаете человека, то вы не можете воздействовать на него только штрафами или только премиями. Должно быть соотношение и того, и другого. То же самое Киев и Крым. Каким образом Киев должен вести свою политику по отношению к Крыму? На мой взгляд, что должна быть политика максимального какого-то способствования проукраинским крымчанам, которые остались там, и тем людям, которые, скажем так, возможно, еще не сформировали свое мнение по поводу будущего Крыма. И в то же время очень жестко нужно поступать по отношению к тем, кто, допустим, к тем политикам, которые изменили присяги, и военным силовикам, которые изменили присяги, и в том числе и российским властям. То есть это должна быть продуманная политика, где есть и плюсы, и минусы. И вот что касается, допустим, энергетической блокады, то сама идея логичная, но как она была исполнена, на мой взгляд, не совсем правильно. Это было сделано, когда это было сделано руками гражданских активистов, когда не было четкого графика, понятного для жителей Крыма, когда премьер-министр, президент не вышел в прямой эфир, не сказал: дорогие крымчане, вы понимаете, в какой сейчас вы находитесь ситуации, мы не можем торговать с оккупантом, мы готовы предоставлять, как в итоге и стало, предоставлять электроэнергию, если это будет в договоре зафиксировано украинский статус Крыма, и таким образом показать, что это не Украина не хочет давать крымчанам электричество, это Россия сама отказывается от этого контракта. Так в итоге и стало. То, что было до этого, мне кажется, было немножко неправильно. Срочная новость. На сайте президента появилась информация о том, что президент поручил подготовить специальное заседание СНБО относительно Крыма, а правительству детальный график защиты интересов України в міжнародних судах. Я далі буду читати язиком оригінала. Крим був, є і залишиться невід'ємною частиною української держави, а країну-злодія буде примушено повернути вкрадене. Саме так станеться рано чи пізно, яким би тривалим не виявився процес деокупації півострова, заявив Порошенко. Від Кабміну президент очікує детального плану графіку захисту національних інтересів України в міжнародних судах. Також він зажадав від уряду внести на розгляд СНБО питання щодо тимчасового режиму спеціального митного захисту вдовж лінії адміністративного кордону з Кримом. Міністерство оборони та Генштабу Збройних сил наказано подати пропозиції щодо істотного посилення військових спроможностей України на Херсонщині та вздовж усього Чорноморського узбережжя. І президент також подякував всім кримчанам, які не переривають свого громадянського та духовного зв'язку зі своєю справжньою вітчизною Україною. Я пропоную долучитися наш другий майданчик Тамілу Ташеву. Таміла, це для наших радіослухачів, нагадаю, це координатор проєкту «Кримсос» Таміла Ташева. Чи дійсно можна пов'язувати посилення репресій з тою блокадою енергетичною і товарною, яку здійснили з українського боку? Мені видається, теза, яку сказав Андрій, вона є правильною, тому що в тому числі, звісно, що це може бути пов'язано з блокадою. Але, зрештою, я неодноразово говорила про цю тезу, що блокада була доволі вимушеним кроком з боку Меджлісу, з боку громадськості через відсутність взагалі політики щодо окупованого Криму. І після подій вересня і жовтня 2015
2015 року хоч якась реакція з боку української влади з'явилась. І, як на мене, це був доволі позитивним кроком цієї блокади і одним з головних результатів блокади. Але, звісно, що зараз ми спостерігаємо небувалі репресії проти кримських татар, зокрема, і ми маємо справи так званої блокади, справу блокади Криму, і коли до Ельзари Ислямової і до Лілі Буджурової приходили і кримінальні справи проти Рефата Чубарова і Лінура Ислямова завели. Тому, звісно, що це можна пов'язувати. Дякую. І Сергій Мокринюк, Євромайдан Крим. Я скажу так, коротко. Во-первых, однозначная принципиальная цель, которой мы добились, это то, что действительно мы оторвали Крым от Украины. Спасибо большое о блокаде. Мы оборвали экономические связи. Важно понимать, что сегодня Украина не имеет технических возможностей, широких каких-либо, чтобы активно действительно вернуть Крым сегодня. Единственный инструмент, который находится в наших руках, и тот способ, который возможен, это международный дипломатический путь через санкции и переговоры. Другого пути нет. Не может быть у нас военного возвращения Крыма. Это важно понимать. Поэтому те, кто призывает к военному возвращению, объективно продолжают создавать образ радикалистов, радикалов и присутствия радикальных организаций в Украине. Мы, конечно же, подкрепили миф о экстремистах и бандеровцах, которые живут в Украине, когда начали взрывать, подрывать линии электропередач, это однозначно. Мы подкрепили, более того, мы создали, на мой взгляд, миф, что крымские татары – это есть экстремисты. Я прожил всю свою жизнь в Крыму, и я был горд, на самом деле, что крымско-татарский народ всегда, всю жизнь использовал именно ненасильственные методы сопротивления. К сожалению, мы сегодня подали такой мяч, пас врагу, в его пропагандистской работе. Я считаю, что это провал. Единственное, по состоянию на сегодня говорить о том, что появилась политика какая-то по Крыму, нет, не появилась. Да, создали службы, но пока они еще полноценно не работают. Мы должны сейчас, сегодня, это фиксировать преступления, которые там совершаются, преследовать людей, которые совершают эти преступления и, безусловно, подавать эту информацию для международных организаций для применения санкций. Все. Дякую. Це був координатор Євромайдану Крим Сергій Мокринюк. Я представлю наших гостей цього блоку. Він вже завершується. Це Таміла Ташева, координатор проєкту «Крим-СОС», Тетяна Безрук, журналістка, Олена Ботракова, журналіст з Криму. А з нами в студії були Андрій Яницький, журналіст «Лівий берег», Ольга Скрипник, правозахисник, Володимир Чіповий, Бізнес-асоціація України і Володимир Єгоров, політолог. В студії для вас працювали Сергій Мокрушин та Осман Пашаєв. Ми повернемося за 20 хвилин, а протягом 20 хвилин буде фільм про спротив в Криму.